Всем мира, друзья! Вы наверняка уже привыкли, что татары сквозь время — это уже давно не только о татарах. Поэтому мы решили сделать ряд выпусков о Кавказе и сегодня о начале Кавказской войны. Алга. Бухарский мирный договор 1812 года, завершивший русско-турецкую войну 1806-1812 годов, признал сферой влияния России Западную Грузию и российский протекторат над Абхазией. В тот же год был официально подтвержден переход в российское подданство ингушских обществ, закрепленный Владикавказским актом. По Гулистанскому мирному договору 1813 года, завершившему русско-персидскую войну, Иран отказывался в пользу России от суверенитета над Дагестаном, Картли-Кахетией, Карабахским, Ширванским, Бакинским и Дербентским ханствами. Юго-западная часть Северного Кавказа оставалась в сфере влияния Османской империи. Вне российского контроля оставались труднодоступные горные районы Дагестана и Чечни, горные долины Закубанской Черкесии. Так как власть Персии и Турции в этих регионах была ограниченной, сам по себе факт признания этих регионов сферы влияния России совсем не означал автоматического подчинения ей местного населения. Между вновь приобретенными землями и Россией лежали земли де-факто независимых горских народов, преимущественно исповедующих ислам. Русское правительство, спешившее поскорее навести порядок на Северном Кавказе и посчитавшее излишним глубоко вникать в местные тонкости, решило попросту разрубить гордиевые узлы мечом горской политики. Таким образом, обозначалась главная задача присоединения Северного Кавказа к России для территориального объединения с Закавказьем. Основные очаги войны были сосредоточены в труднодоступных горных и предгорных районах на северо-восточном и северо-западном Кавказе. Регион, где шла война, может быть разделен на два основных театра военных действий. Во-первых, это Северо-Восточный Кавказ, в основном включающий в себя территорию современных Чечни и Дагестана. Основным противником России здесь выступал Имамат, а также различные чеченские и дагестанские государственные и племенные образования. В ходе военных действий горцам удалось создать мощную централизованную государственную организацию и достичь заметного прогресса в вооружении. В частности, войска имама Шамиля в будущем не только использовали артиллерию, но и организовали производство артиллерийских орудий. Во-вторых, это Северо-Западный Кавказ, к которому относятся в первую очередь территории, расположенные южнее реки Кубань и входившие в состав исторической Черкесии. Эти территории населял многочисленный народ адыгов или черкесов, разделенный на значительное количество субэтносов. Уровень централизации военных усилий на протяжении всей войны здесь оставался крайне низким. Каждое племя воевало или мирилось с русскими самостоятельно, лишь изредка образовывая непрочные союзы с другими племенами. Нередки в ходе войны были столкновения между самими черкесскими племенами. Уровень организации военных сил соответствовал приблизительно европейскому феодализму. Главной силой армии являлась тяжело вооруженная конница, состоящая из представителей племенной знати. Периодически вооруженные столкновения между горцами и русскими войсками происходили на территории Закавказья, Кабарды и Карачая. В мае 1816 года император Александр I назначил командующим отдельным грузинским, впоследствии Кавказским корпусом генерала Алексея Ермолова. Ермолов считал, что установить прочный мир с жителями Кавказа невозможно ввиду их исторически сложившейся психологии, племенной раздробленности и установившегося отношения к русским. Он разработал последовательный и систематический план наступательных действий, который предусматривал на первом этапе создание базы и организацию плацдармов, и только потом начало поэтапных, но решительных наступательных операций. Сам Ермолов так характеризовал ситуацию на Кавказе. Кавказ – это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо или штурмовать ее, или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду. На первом этапе Ермолов перенес левый фланг Кавказской линии с Терека на Сунжу, чтобы приблизиться к Чечне и Дагестану.
В 1818 году была усилена Нижнесудженская линия, укреплен редут Назрановский, современный Назрань. В Ингушетии построена крепость Грозная, современный Грозный в Чечне. Укрепив тылы и создав прочную оперативную базу, русские войска приступили к продвижению вглубь предгорий Большого Кавказского хребта. Стратегия Ермолова состояла в планомерном продвижении вглубь Чечни и Горного Дагестана путем окружения горных районов сплошным кольцом укреплений, прорубки просек в труднопроходимых лесах, прокладки дорог и уничтожения непокорных аулов. Освобожденные от местного населения территории заселялись казаками и русскими, а также дружественными русским поселенцами, которые образовывали прослойки между враждебными России племенами. На сопротивление и набеги горцев Ермолов отвечал репрессиями и карательными экспедициями. В Северном Дагестане в 1819 году была заложена крепость Внезапная, близ современного села Эндерей Хасавюртовского района, а в 1821 году крепость Бурная, близ села Тарки. В 1819-21 годах были переданы вассалам России или аннексированы владения ряда дагестанских князей. В 1822 были распущены действовавшие в Кабарде с 1806 года шариатские суды Мехкеме. Вместо них в Нальчике учреждался Временный суд по гражданским делам под полным контролем российских чиновников. Вместе с Кабардой под власть России попали зависимые от кабардинских князей балкарцы и карачаевцы. В междуречии Сулака и Терека были завоеваны земли кумыков. Чтобы разрушить враждебные России традиционные военно-политические связи между мусульманами Северного Кавказа по приказу Ермолова у подножия гор на реках Малке, Баксанке, Чегеме, Нальчике и Тереке строились русские крепости, образовавшие кабардинскую линию. В результате население Кабарды оказалось заперто на небольшой территории и отрезано от Закубани, Чечни и горных ущелий. Политика Ермолова состояла в том, чтобы жестко карать не только разбойников, но и тех, кто не ведет с ними борьбу. Жестокость Ермолова в отношении непокорных горцев запомнилась надолго. Еще в 40-е годы аварские и чеченские жители могли заявить русским генералам: «Вы всегда разоряли имущество наше, жгли деревни и перехватывали людей наших». В 1825-26 годах жестокие и кровавые действия Ермолова вызвали общее восстание горцев Чечни под руководством Бейбулата Таймиева и Абдул-Кадыра. Восставших поддержали некоторые дагестанские муллы из числа сторонников шариатского движения. Они призывали горцев подняться на джихад. Но Бейбулат потерпел поражение от регулярной армии, а восстание было подавлено в 1826. В 1827 году генерал Алексей Ермолов был отозван Николаем I и отправлен в отставку в связи с подозрением в связях с декабристами. В 1817-27 годах активных боевых действий на Северном Кавказе, точнее на Северо-Западном Кавказе не велось, хотя многочисленные набеги отрядов черкесов и карательные экспедиции русских войск имели место. Главной целью российского командования в этом регионе была изоляция местного населения от враждебного России мусульманского окружения в Османской империи. Кавказская линия по Кубани и Тереку была сдвинута вглубь адыгской территории и к началу 1830-х годов выходит к реке Лабе. Адыги оказывали сопротивление, пользуясь помощью турок. В 1821 году в октябре черкесы вторглись в земли Черноморского войска, но были отброшены. В 1824 году было подавлено восстание абхазов, вынужденных признать власть князя Михаила Шарванидзе. Во второй половине 20-х годов прибрежье Кубани вновь стали подвергаться набегам отрядов шапсугов и абадзехов. В 1820-е годы в Дагестане возникло движение мюридизм. Мюрид в суфизме ученик, первая ступень посвящения и духовного самосовершенствования. Может означать суфия вообще или даже простого рядового мусульманина. Его главные проповедники, мулла Магомед, затем Казимулла, пропагандировали в Дагестане и в Чечне священную войну против неверных, в первую очередь русских. Подъем и рост этого движения во многом был вызван жестокими действиями Алексея Ермолова, являясь реакцией на суровые
и зачастую неизбирательные репрессии русских властей. В марте 1827 года главнокомандующим Кавказским корпусом был назначен генерал-адъютант Иван Паскевич. Общая российская стратегия на Кавказе была пересмотрена, русское командование отказалось от планомерного продвижения с закреплением занятых территорий и вернулся в основном к тактике отдельных карательных операций. 11 января 1827 года делегации балкарских князей генералу Георгию Эммануэлю было подано прошение о принятии Балкарии в подданство России, а в 1828 была присоединена Карачаевская область. По Адрианопольскому миру, завершившему русско-турецкую войну, сферой интересов России признавалась большая часть, даже большая часть восточного побережья Черного моря, включая города Анапа, Сунджук-Кале в районе современного Новороссийска, а также Сухум. В 1830 году новый проконсул Кавказа Иван Паскевич разработал план освоения этого практически неизвестного русским региона путем создания сухопутного сообщения по Черноморскому побережью. Но зависимость черкесских племен, населявших данную территорию, от Турции была во многом номинальной. И тот факт, что Турция признала северо-западный Кавказ российской сферой влияния, черкесов ни к чему не обязывал. Вторжение русских на территорию черкесов было воспринято последними как покушение на их независимость и традиционные устои и встретило сопротивление. Летом 1834 года генерал Вильяминов произвел экспедицию в Закубани, где была организована кордонная линия до Геленджика, возведены укрепления Абинское и Николаевское. В середине 1830-х годов началось установление блокады силами Черноморского флота России Черноморского побережья Кавказа. В 1837-39 годах была создана Черноморская береговая линия на протяжении 500 километров от устья Кубани до Абхазии. Под прикрытием Черноморского флота были также созданы 17 фортов. Эти меры практически парализовали прибрежную торговлю с Турцией, что сразу же поставило черкесов в крайне сложное положение. В начале 1840 года черкесы перешли в наступление, обрушившись на Черноморскую линию крепостей. 7 февраля 1840 года пал форт Лазаревское. 29 февраля было взято укрепление Вильяминовское. 23 марта после ожесточенного боя черкесы ворвались в укрепление Михайловское, которое было взорвано солдатом Архипом Осиповым ввиду его неминуемого падения. 1 апреля черкесы овладели Николаевским фортом, однако их действия против форта Новогинского и укрепления Абинского были отражены. Береговые укрепления восстановили уже к ноябрю 1840 года. Сам факт разгрома береговой линии показал, сколь мощным потенциалом сопротивления обладали черкесы Закубанья. В 1828 и 29 годах общины ряда аварских селений избрали своим имамом аварца из села Гимры Гази Мухаммеда. Это событие принято рассматривать как начало формирования единого имамата Нагорного Дагестана и Чечни, который стал главным очагом сопротивления российской колонизации. Имам Гази Мухаммед развил активную деятельность, призывая к джихаду против русских. С общин, присоединившихся к нему, он брал присягу следовать шариату, отказаться от местных адатов и прервать отношения с русскими. За правление этого имама с 1828 по 1832 им было уничтожено 30 влиятельных беков, поскольку первый имам видел в них пособников русских и лицемерных врагов ислама, мунафиков. В 1830-е годы русские позиции в Дагестане были укреплены Лезгинской кордонной линией, а в 1832 построена крепость Тимир-хан-Шура, современный Буйнакск. В Центральном Предкавказье время от времени происходили крестьянские восстания. Летом 1830 года в результате карательной экспедиции генерала Абхазова против ингушей и тагаурцев стало включение Осетии в административную систему империи. С 1831 года в Осетии окончательно установилось российское военное управление. Зимой 1830 года имамат развернул активную войну под знаменем защиты веры.
Тактика Гази Мухаммеда заключалась в организации стремительных, неожиданных рейдов. В 30 же году он захватил ряд аварских и кумыкских селений, подвластных Аварскому ханству и Тарковскому шамхальству. К имамату добровольно присоединились Унцукуль и Гумбет, стали покорны андийцы. Гази Мухаммед попытался захватить село Хунзах в 1830 же году, столицу принявших российское подданство ханов аварских, но был отбит. В 1831 Гази Мухаммед разграбил Кизляр, а в следующем году осадил Дербент. В 1932 имам подошел к Владикавказу и осадил Назрань, но был разбит регулярной армией. В 1831 году начальником Кавказского корпуса был назначен генерал-адъютант барон Григорий Розен. Он одержал победу над войсками Гази Мухаммеда, а 29 октября 1832 штурмом взял селение Гимры, столицу имама. Гази Мухаммед тогда погиб в бою. В апреле 1831 года граф Иван Паскевич Риванский был отозван на подавление восстания в Польше. На его место временно был назначен в Закавказье генерал Никита Панкратьев. На Кавказской линии генерал Алексей Вильяминов. Новым имамом в 1833 году был избран Камзат Бек. Он штурмом взял столицу аварских ханов Хунзах, уничтожил почти весь род аварских ханов и был за это убит в 1834 году по праву кровной мести. Третьим имамом стал имам Шамиль. Он проводил ту же политику реформ, что и предшественники, но в масштабе всего региона. Именно при нем было завершено государственное устройство имамата. Имам сосредоточил в своих руках не только религиозную, но и военную, исполнительную, законодательную и судебную власти. Шамиль продолжил расправу с феодальными правителями Дагестана, но пытался при этом обеспечить нейтралитет русских. Русские войска вели активную кампанию против имамата в 1837 и 1839 годах, разоряли резиденцию Шамиля на горе Ахульга. Причем в последнем случае победа казалась настолько полной, что русское командование поспешило донести в Петербург о полном умиротворении Дагестана. Шамиль с отрядом из всего лишь 7 соратников отступил в Чечню. Друзья, и вот здесь мы прервемся, поскольку имамат Шамиля, да и сама фигура этого героя требует отдельного выпуска. Поэтому просим наших зрителей набраться терпения, и мы непременно вернемся к теме Кавказской войны в будущих выпусках. А пока ставьте лайки и пишите в комментариях свои отзывы, а также подписывайтесь на наш канал. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау балагас, и до новых встреч. Пока.